В экстремальных для жизни условиях приходится учиться детям в средней школе Ингинского наслега Тампонского района. Капитального ремонта там не было, несмотря на то, что школа в 2001 году пережила наводнение. Тему продолжит Нина Ханарова. С тех пор прошло 19 лет. Здание школы после наводнения стало быстро ветшать. Сильно просел фундамент, окладные венцы. Катастрофически деформируется все помещение. Провисают балки, кровля протекает и может обрушиться в любой момент. Система тепло-, водоснабжения и канализация работают на пределе своих возможностей. В данное время учащиеся на первом этаже не учатся, так как температурный режим не соответствует санитарным правилам. Температура опускается до минусовых значений, несмотря на то, что летом 2019 года были проведены ремонтные работы по утеплению полов под лестничными пролетами в учительской, рекреации и столовой. На сегодняшний день в школе обучается 71 учащийся, 30 из которых воспитанники ЮСШ Сайды. Это дети из многодетных малообеспеченных семей из поселка Хандыга, сел Теплый Ключ, Тополиная, Кискил. Из года в год вопрос строительства средней школы поднимается на отчетах исполнительной власти. Администрация района вкладываются средства в текущий ремонт и утепление аварийной школы. В ближайшее время будет осуществлен выезд и по данному объекту, и по текущему состоянию системы отопления, по нарушению температурного режима и по итогам составления сметной документации в этом году надеемся на то, что летом проведем ремонтные работы. Образовательный процесс в школе идет в экстремальных условиях. Дети и учителя рискуют пострадать в любую минуту от обрушения ветхих стен и провисших потолков. Нина Ханарова, Мария Винокурова, село Новый, Тампонский район.